feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡잡았어. Снова Люська, сегодня я снимаю новый видосик. Я снимаю видео кукинг, номер не помню какой, но не суть. Мы сегодня делаем с вами печенье, и не обычное, а с шоколадом. Да. И давайте же начнем. Нам понадобится 2 яйца, 1 стакан сахара, 1 или 2 стакана какао-порошка без сахара, но я использую шоколад, потому что у меня нет какао-порошка. Следующее это 2 стакана муки, но я использую 1 стакан, 150 грамм сливочного масла, я использую намного меньше, потому что я делаю не так много печенья. 1 пакетик ванильного экстракта, но я использую просто ваниль, 1 пакетик. Разрыхлитель и щепотка соли. Разрыхлителя у меня нету, я делала вчера такие же печенья, и они мне прекрасно получились без разрыхлителя. Так что давайте же приступим. Первое, что нам надо сделать, это смешать муку, просеять с какао-порошком, добавить разрыхлитель и соль. Поскольку у меня нет практически ни одного из этих ингредиентов, есть у меня только мука, соль, то тогда я буду смешивать муку, соль и шоколад. Давайте же приступим. Короче, я беру посудину, беру муку, шоколад, ну тут это какао-порошок и соль. Вот я взяла муку и насыпаю. Я помню, как я примерно насыпала вчера, и я вам сейчас покажу, как это было. Это было примерно вот столько. Я вчера немного муки брала, потому что я делала не слишком много печенья. Если вам надо больше печенья, берите больше муки. Вот столько я взяла муки. Это достаточно. Так, следующее. Мы трем на терке шоколад. Вот что у меня получилось, то есть как бы маленький слой шоколада. Теперь я добавляю щепотку соли. Сейчас. Это у нас примерно столечко. Вот. Все добавила. Так, сейчас. Секунду. И теперь мы это должны как бы немножко перемешать. Теперь я беру небольшой кусочек масла, то есть от этого куска я вот беру только вот этот кусок. Нам не нужно много масла, мы же не жирнее, мы же просто решили сделать печеньки. И все. Так, кладем его на тарелку. И мелко нарезаем для того, чтобы потом его взбить. Ну, не настолько уж мелко, но на квадратике. Чтобы потом взбить его короче, сейчас я вам скажу с чем, потому что нас надо сначала нарезать. Сначала главное круто нарезать, а потом, кстати, нам понадобится еще типа миксера или что, чем вы взбиваете, потому что обычно венчиком вы это не взбьете. Это говорю я вам, я Лера. Я вчера пробовала, у меня ни хрена не получилось венчиком, мне пришлось доставать эту машину. Я все приготовила, вот это все, и сейчас я кладу масло в эту, можно сказать, мисочку, но она не похожа на мисочку, не суть. И добавляю туда сахар, то есть это практически стакан сахара. Сейчас я возьму сахар. Опа, опа, опа. Так. И мы кладем сахар. Достаточно много сахара нам понадобится. Можно тупо высыпать. Вот, примерно столечко. Опа. То есть было полное, сколько мы высыпали. То есть вы понимаете. Не так уж это и мало, не так уж это и много. Достаточно. Вот. Так, и следующее, что нам надо сделать, это все это взбить около 5 минут, но можно даже и меньше. Закрываем, вставляем. Смотрим, что у нас там. Микстура не очень, если честно, да ладно.
Добавить яйца по одному за раз, добавить ваниль, взбить хорошо. Сейчас мы добавляем туда яйца. Яйца я добавила, теперь добавляю ванильку. Честно, я люблю ванильку. Ну как люблю, я не так ее уж часто и ем, но люблю. Чего бы мне ее не любить. Добавляем по всему периметру. Опустошили пакетик. Все. Закрываем и мешаем тщательно. Смотрим. Лера без этого не бывает. Так, тут достаточно такая хорошая масса. Попробуйте на сладкость. У меня со сладкостью все в порядке. Помешаем еще чуть-чуть. Попробуем. Нормально сладко, вроде. Так, вроде пока что вот с этой массы сюда больше ничего не добавляем. Сейчас нам нужно добавить вот эту массу в вот эту массу. И тесто укрыть пленкой, получить тесто, укрыть ее пленкой, поставить на 1 час в холод. Ну, я просто ставила. Короче, сейчас надо открыть. Добавляем. Все это добавляем. Получаем тесто. Потом надо его как-то, это тесто, добавить в тарелку, перемешать. Хотя можно прям тут перемешать. Добавить в другую тарелку и поставить в холод. Так. Венчик собираем и мешаем. Да? Нам надо помешать? Да. Что-то похоже на тесто хоть? Да вкуснее, чем вчера. Так, все, наше тесто готово. Такое оно. Теперь я выливаю его в какую-нибудь миску. Сначала я беру эту миску. Так, ладно, возьму вот эту. И теперь я всю эту массу выливаю в нашу, это можно сказать, ну вот, короче, в посудину. Этой массы не так уж и много. По крайней мере, как вы там добавляли все ингредиенты. Если вы добавили все много ингредиентов, то тогда этого будет много. Так. Короче, вы от всех вот этих штучек убираете каждую. И можете попробовать, это очень вкусно. Все, я вот это тесто наше. Теперь мы закрываем его пленкой и оставляем на час. Пока-пока, тесто. Оставляем его на час. Все, прошло, наверное, уже даже часа 2. Я сходила, погуляла, пришла. Вот наше творение. Его не так много уж. Ну да ладно. Сейчас я вам покажу, как включать печку, насколько ее ставить и все такое. Это печка, короче. Мы, по крайней мере, у меня так. Сейчас, это пока потом включим. Включаем эту, ставим на 180 градусов. Вот. А вот эту мы ставим на вот эту штучку. Я не знаю, как она у вас выглядит, но у меня вот такая. Печка включилась, она растапливается. И сейчас я все уберу изнутри, и дальше вы все увидите. Берем маленькую чайную ложку. Сейчас я возьму ее. Потом открываем наше приготовление. Ходим все в бок. И берем и складываем. Сейчас я вам покажу, как. Стоп, надо постелить, Лера, да. Мы сначала ставим бумагу. Делается. Мы берем бумагу, отмеряем, так вот ставим. Вот, смотрите. Отмеряем. Вообще надо отрезать, но я не отрезать. Так делаем. Мы положили. Берем масло. Сейчас я возьму масло, чтобы в папире побасло. Так, и наливаем немножко совсем. На эту же можно наливать, на эту же чайную ложку. Только нужно сначала стряхнуть. Нет, я возьму другую. Потому что да, ложка у меня уже вся в этой нашей штучке. Мы совсем немножко масла, вам видно? Ну, короче, вот. Вот так вот делаем. Еще немножко можно. Немножко, да, немножко. Сейчас, потом мы закрываем это дело. То есть масло. Берем лопатку.
лопаткам. Вот. И вот это вот все вот размазываем по всей нашей, можно сказать, противне. Это масло. Все, мы размазываем. Так. Так, теперь мы можем приступать класть. У меня ложка утонула. Вот я беру, кладу вот сюда, вам видно? Сейчас я вам еще покажу. Сейчас. Вам подальше как-нибудь подвинуть, чтобы вам было видно. Вот, теперь вам видно хоть немножко. Потом я делаю, можно даже большие финики, можно маленькие. Они будут слываться. Сегодня у меня лучше получилось, вчера у меня не очень красиво было, у меня вчера все слипалось. Так, она потом будет расти, то есть вы не беспокойтесь за маленький размер. Вот, у меня вот это уже выросло как. То есть вы видите. Там еще на масле же. И вот сюда еще одна поместится. Небольшая. Стоп, вот. Тут 3 печеньки у нас будет. Можно дальше побольше класть, потому что, мне кажется, у нас больше много массы не поместится. Они, кстати, потом в духовке, они будут все немножко слипаться. Но это ничего страшного. И если вы хотите, сейчас это немножко подвину, чтобы они у вас получились толстые вверх, то вы платите побольше. Я вам дам секретик. А если вы хотите, чтобы они не слишком пышные вверх у вас были, то не очень страшно их делать, как я. У меня еще осталась-то жижа. Куда мне ее класть? Потом вы сможете ножиком все это нарезать, когда все уже будет приготовлено. Да, печенька не очень много в этот раз получится. У меня еще эта кашка осталась. Но я хочу все вместить на одну противень. Добавляем. Понемножку. Давай, добавляйся. У нас должно быть все очень аккуратно и равномерно. Вода потекла. Они могут течь, ребята, это ничего страшного. В этом ничего такого страшного там нету. Давай, бухайся. Так, и вот это я еще в уголочек сделаю. Вы можете даже из этого сделать торт, а потом разрезать. Тоже как вариант, но я не очень хочу так делать, потому что это больше как... Хотя можно попробовать сейчас так сделать, если вы хотите. Но я не очень хочу так делать. Я сейчас еще крышечку из-под форму соберу. Это дело. Все, ребятки, вот так вот у нас получилось. Сейчас я буду форму в виде крышечки все делить. То есть я беру обычную крышку, промываю ее водой. Сейчас. Вы пока ничего не видите, вы пока не должны ничего видеть. То есть я промыла ее, все, она чистая. И смотрите, то есть я беру и в каждый кружочек кладу вот эту штуку. И она становится ровным. Может быть, она будет очень сильно ровной, там будут края выходить. Это не главное. Главное, что вы подадите форму. Большую вы подадите. Стоп. Теперь нам нужен ножик, потому что они начали расплываться, реально расплываться. Так, у нас... Если хотите, можете реально торт сделать. Можете с каким-нибудь венчиком все размазать. Но я сделаю печеньки. Они будут такие большие, но они будут. Так, вот все. Теперь у нас вроде духовочка нормально все. Разогрета. Мы будем отправлять это все дело в печку. Вот наша печечка. Я ее открываю, сразу там выходит пар горячий. Я беру нашу штучку и кладу. Теперь мы только ждем, и все. Кстати, сейчас я покажу то, что у нас получится, то, что я делала вчера. Вот такие штучки, вот такие печеньки у нас получится. Делала вчера, они так вот стали повыше. А если бы добавили разрыхлитель, он бы стал очень большим. Давайте же следить за процессом. Вам там не видно, но пока там ничего практически не изменилось. Вот. Я вам покажу, когда будет что-то меняться. Забыла вам сказать, ставить нужно на 10 минут. Вот что у меня получилось. И сейчас я эту вкуснятину ем. Честно, у меня это получилось очень вкусно. Я не знаю, как у вас, но в итоге у меня получилось это в виде пирога. И это очень вкусно. Я его сейчас разрезала, съела. Там у меня все прилипло, но я лопаткой все подскребла, и это все равно держит форму. То есть это не как просто распадущий. Он держит форму. То есть вот. Безешка такая, можно сказать, с шоколадом. Это очень вкусно. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх. Я буду рада каждому вашему лайку и каждой подписке. Ну вот и все. Всем пока-пока. Я вас